План нашего мероприятия примерно такой. Значит, сначала мы общую концепцию рассмотрим, да, Россия и тюркский мир. Значит, многим я давал рассылку, и там была вот эта скелетная схема, значит, концепция Россия и тюркский мир. Она, конечно, во многом может быть несовершенна, но вот примерно в этом направлении, в этом русле нам надо говорить. Вот. И эту концепцию надо развивать, совершенствовать, улучшать, дополнять и так далее. Ну и в конце, значит, мы, наверное, обсудим проблему, то, что сейчас происходит в Азербайджане, именно в Нагорном Карабахе, да? Вот. Потом, вот хотелось бы тоже обсудить, что у нас, значит, в Китае с уйгурами, там и с представителями других национальностей, малочисленных народов для Китая, так? Вот, что там происходит. Ну вот и мы потом в конце примем, наверное, какую-то резолюцию должны будем принять. Вот проект резолюции есть. Но мы зачитаем и обсудим. Вот, согласны с этим, да? Теперь регламент, значит, вот у нас Брантой Бедюрович, один из выступающих был, и Шамиль Султанов. Ну вот он что-то не пришел, может быть, едет где-то там. Ну вот где-то, значит, Брантой Бедюрович говорит, ему 15 минут хватит. А все остальные, значит, могут по 5 минут высказаться. Можно несколько раз высказываться по разным вопросам, чтобы надо дать возможность сказать всем. Ну или максимально желающим людям, чтобы мы могли действительно как-то вот общее мнение на эту тему собрать. Вот как раз представитель талышского общества, да? Вот. Может, лучше стоит сказать, там, русский, там, тюркский мир. Как-то иначе, чтобы обозначить, что в этом движении, в этом объединении и русские тоже участвуют. Через культуру. Через проникновение в культуру. Возможно. Вот. И что хочу сказать. Для нас ни для кого не секрет, что русский этнос, как сказал Лев Николаевич Гумилев, он 2500 лет описывает тюркского этногенеза. Там, по-моему, в одной из книг, если не ошибаюсь, «Тысячелетие вокруг Каспия», по-моему, могу ошибаться. Там он так обозначил, что русский суперэтнос возник на основе 3 этносов. Тюркском, финно-угорском и славянском. То есть эти 3 этноса были комплементарны друг другу. Они научились жить, существовать вместе создавать какие-то проекты, каждый выполняя свою историческую миссию. И сегодня, если Российская Федерация сегодняшняя не вспомнит и не учтет уроки Советской империи, Российской империи Романовых, то она тоже обречена на развал. Поэтому нету другого выхода у власти, кроме как поддержки именно как истинная федерация национального самосознания всех национальных там автономий всяких, в том числе и русского. Русский тоже очень сильно потерял свое национальное самосознание. Его тоже надо возрождать. Вот. И в этом плане я заканчиваю. И в этом плане я хочу сказать, что тюркский мир, если уже взять тюркский мир, исполнял свою миссию испокон веков как коммуникатор, как проводник, как коммуникация между большими территориями и множеством народов. Это как раз Бронтай Янгович об этом сказал. Я сейчас просто сформулировал. Мы проводили тюрки коммуникацию. Вот эта миссия тюркского народа, о ней надо вспомнить. И мы должны эту миссию нести. И нам должны позволять нести эту миссию. Мы должны требовать эту миссию нести. Ну, всего не скажешь, я пока все сказал. В свою очередь, я считаю, что наша сила должна быть в солидарности и взаимопомощи. И в частности, если мы идем одним путем, мы должны поддерживать друг друга вне зависимости от сложности той или иной ситуации. В частности, я хотел бы выразить со своей стороны, не только от лица Союза татар Москвы, от лица Народно-демократической партии «Ватан», общественных организаций «Левый фронт»,
или же форума «Свободной России». Но также я от нас всех выразить поддержку против обвиняемых, скажем так, незаконно обвиняемых людей по многим политическим процессам. В частности, вот Олег Мустафин, он рассказал про ситуацию с Хизб ут-Тахрир, с Дагером Хасаовым. Я считаю, что в том числе Лев Александрович Пономарев и Гаяр Ахметович, они постоянно присутствуют на всех судебных процессах и выражают поддержку и оказывают помощь. В частности, хотел бы выразить свою собственную точку зрения по данному процессу. Это политически ангажированный процесс. И я скажу даже, что мы говорим о том, что вот есть Запад, есть Восток, но давайте исходить из того, что даже зарубежные, скажем так, наши партнеры, они говорят о том, что эти люди невиновны. Есть такие организации, как Килиам в Великобритании, бывшие члены Хизб ут-Тахрир, которые не то что говорят о том, что эти люди не только невиновны, но также они не имеют никакого вообще отношения к данной деятельности. Также хотел выразить поддержку нашим азербайджанским друзьям и братьям в данной ситуации. Они говорят о том, что необходимо сплотиться. Я не являюсь сторонником военного решения любого конфликта, потому что лишь дружба и взаимопомощь, и взаимопонимание способны погасить любой межнациональный конфликт, который нельзя разжигать не только в рамках нашего государства, Российской Федерации, но и на всем постсоветском пространстве. И я считаю, что не стоит беспокоиться касательно того, что порой, может быть, правильно или неправильно, Соловьев, Тигран Кеосаян, Маргарита Симонян, они высказываются ангажированно касательно этого конфликта. Может быть, и азербайджанской диаспоре тоже необходимо выступить и выразить свою точку зрения. И идти не на конфликт между друг другом, а показать пример, что здесь, в Москве, мы можем решать этот вопрос без ссор, без конфликтов. Выступить не выступили, но кто их выпустит на телевидении, не выпустит? Тогда как... Но в этом случае я понимаю, да, то, что есть Роман Бабаян, есть даже вот Соловьев, они снимаются на Мосфильме. Опять же, есть поддержка армянской диаспоры, но где же тогда представители азербайджанской диаспоры? Почему Агаларов не выступит? Почему он не скажет о том, что он против конфликта, он не поддерживает силовое решение конфликта?